В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В мире ежегодно наступает 3 миллиона смертей из-за чрезмерного употребления алкоголя. В России за год, по данным Росстата, от отравления алкоголем умирает около 8 тысяч человек. Цифры пугающие. Сегодня мы поговорим о суррогатном алкоголе с гостем в студии Светланой Шемякиной, врачом-наркологом Якутского республиканского наркологического диспансера. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Суррогатный алкоголь. Какие от него бывают последствия от его употребления? Значит, начнем с того, что такое суррогатный алкоголь. Суррогатный алкоголь – это средство, которое не предназначено для внутреннего употребления. Но, к сожалению, оно используется в связи с тем, что оно более доступно и меньше по стоимости, конечно, оно гораздо меньше стоит, чем купить какой-то качественный алкоголь. Он разделяется, классификация на 3 группы. Это менее опасные суррогатные напитки, это далее средние, это тормозные жидкости. И самые опасные – это вот как раз метиловый спирт, дихлофос, бензин и так далее. Малоопасными считаются спиртные напитки, которые употребляют... которые употребляют очень часто, к сожалению, люди, которые находятся в поздних стадиях алкоголизма. Ну, люди без определенного места жительства, работы и так далее. Ну, наверное, всем понятно, да? Но, к сожалению, такие моменты случаются, когда и в магазине можно приобрести алкоголь, суррогатный как раз алкоголь, и, выпив его, получить отравление. Еще что хочу сказать. Дело в том, что суррогатный алкоголь, отравление суррогатным алкоголем, это, конечно, понятно, но можно отравиться и обычным алкоголем, потому что люди, очень многие, не соблюдают количественное употребление алкоголя, возрастной, вес свой, да, и поэтому в целом, можно сказать, употребление любой спиртосодержащей продукции может привести не только к похмельно-абстинентному синдрому, к зависимости, с которыми поступают как раз в наркологический диспансер, но и с отравлениями, которые уже поступают в республиканскую больницу номер 2. То есть они уже идут на реанимационные мероприятия. Вот. То есть последствия от суррогатного алкоголя очень сильные? Конечно. Дело в том, что последствия суррогатного алкоголя, они тоже могут разделиться в зависимости, что человек употреблял, сколько он выпил. И клиника от этого тоже может меняться. Вот я сказала, что существует несколько групп употребления, да. Вот как раз самое страшное – это употребление метилового спирта. Он фактически ничем не отличается от этилового спирта. И человек может не почувствовать, употребляя. В 2016 году, в декабре, в Иркутске, наверное, все слышали, умерло очень много человек, пострадало. В том числе было много летальных исходов, как раз употребляя настойку боярышника. Был закуплен метиловый спирт и кустарным образом разлит и продавался как алкогольный напиток. Люди приобретали и получали отравление. Симптомы отравления метилового спирта очень страшны. Это общее состояние, конечно. Дело в том, что метиловый спирт очень быстро всасывается. В течение 2 часов может наступить смертельный исход, летальный исход, потому что в желудочно-кишечном тракте происходит очень быстрое всасывание метилового спирта. И в зависимости от реанимационных мероприятий, конечно же, возможность летального исхода может снизится. Но, тем не менее, инвалидизация, она все равно будет. Происходят интоксикационные психозы. Вот почему я говорю, что в связи с интоксикациями, в связи с отравлениями как раз и поступают они уже в республиканскую больницу, где работают реаниматологи. Это чаще всего страдает зрение. Человек может, зрение уже не возвратиться. На вторые сутки он может полностью потерять зрение. Ну и общее состояние: тошнота, рвота, головокружение, слабость, галлюцинации. Сначала может быть возбуждение, затем, наоборот, заторможенность. Вот все симптомы. Если вы видите данные симптомы, то нужно, конечно, оказывать как можно быстрее реанимационные мероприятия. А можно ли это как-то на
вкус понять сразу, вот, что что-то идет не то? Нет, к сожалению, на вкус это совершенно невозможно понять. Тем более, как бывает у человека, вот они сели за стол, употребили какой-то алкоголь, да, не хватило. Что делают? Чаще всего заказывают по телефону. В любое время суток у нас доставка работает, к сожалению. И какова вероятность, что вы, когда садились за стол, приобрели, так сказать, в специализированном магазине алкоголь, в котором вы уверены, а доставка вам привезет качественный алкоголь? Нет же никакой совершенно. Человек, который употребил алкоголь, он уже навеселе, ему уже хорошо, ему хочется, так сказать, дальше продолжить свою эйфорию. И он при употреблении совершенно не замечает. Хотя, в принципе, если это метиловый спирт, то его не заметит и человек, который сразу начал это употреблять. Другое дело, когда употребляют там тормозные жидкости, там различные дихлофосы, да, даже вот бывает спиртовые салфетки выдавливают оттуда, спирт употребляют. Да, такие случаи тоже известно, то есть, ну, в зависимости от того, есть ли у человека возможность купить алкоголь или насколько он сильно хочет употребить. Вот. Тема достаточно такая, конечно, вот, серьезная, поэтому каждый раз, заходя даже в магазин, вы должны помнить о том, что отравление может наступить не только от суррогата, от употребления вообще алкоголя в целом. Потому что алкоголь – это яд, это психоактивное вещество, бомба замедленного действия. Такое же, как и наркотическое любое вещество. Конечно, с вами сложно не согласиться. Лучше придерживаться здорового образа жизни и исключить всевозможные вот эти вот вещи, которые могут нанести нам вред. А насколько тема суррогатного алкоголя актуальна для нашей республики? Да, вот по статистике у нас постоянно ведется Роспотребнадзором мониторинг. И, к сожалению, для республики, так же как в целом для России, это тоже тема достаточно серьезная, и поступление такого рода тоже есть. Если вот в первом квартале 2022 года было известно 24 случая отравления, из них, по-моему, я вот обманывать не буду, по-моему, 16 случаев с летальным исходом. Если сравнить с 2021 годом, с 2020 годом, то там цифры 16 и 17, но тоже за квартал, да, и летальных исходов было 6. То есть цифры, вы видите, сами подросли. Я думаю, что это, скорее всего, связано с тем, что инфляция идет. Вы видите, деньги везде нужны, требуются. Большие везде на все оплата идет. И, конечно же, люди, которые не имеют такие средства, а выпить-то все равно хочется, они употребляют там, где есть возможность купить. А что можно купить за небольшие деньги? Конечно же, только суррогатный алкоголь, либо средства бытовой химии и так далее. Все, что содержит спирт, спиртосодержащие напитки. Но это получается уж слишком большая цена для такой мнимой экономии на вот таких продуктов. Последствия суррогатного алкоголя, кроме, уже очень много перечислили, да, это страшные потеря зрения, интоксикация. Что еще может? Самое страшное, я сказала, что это летальный исход. То есть, если не оказать помощь до вызова скорой помощи, конечно, в первую очередь, если вы увидели, что человек находится в отравлении, отравился, что ему стало плохо, там перечисленные симптомы, которые я перечислила, там множество, там и расширенные зрачки, можно посмотреть, как себя человек ведет, да, он совершенно неадекватно начинает себя вести, не так, как при употреблении, например, в кавычках, скажем, перепил, да, когда человек совершенно другая симптоматика. В первую очередь нужно вызывать, конечно, скорую медицинскую помощь, где приезжают специалисты, которые могут оказать помощь врачебную и доставить человека туда, где ему окажут полные мероприятия врачебные. Но в зависимости от того, первую помощь я расскажу, наверное, да, а в зависимости от того, находится человек в сознании или без сознания. То есть если человек находится в сознании, у него возможность остаться в живых как бы повышается шанс, чем без сознания. Когда человек в сознании, в первую очередь вы даете сорбент, то есть уголь, полисорб, смекта, что все есть под рукой. Через 5 минут дается где-то около литра, хотя бы около литра воды, и вызывается рвотный рефлекс. То есть либо человек сам двумя пальцами, да, воспользовавшись, либо ложечку на кончик, на корень языка, рвотный рефлекс. Так мы освобождаем желудок от токсинов. Для того, чтобы освободить кишечник, дается слабительное.
После данных мероприятий, пока мы ждем скорую медицинскую помощь, человеку должно стать, по крайней мере, полегче. Но это совершенно не значит, что его нужно оставлять дома, что все прекрасно и дальше продолжать застолье. Нет, все равно дожидаемся скорую медицинскую помощь, и человек доставляется в больницу. Если же человек без сознания, здесь, конечно, гораздо сложнее, и вероятность того, что летальный исход не наступит, тут уже намного риск повышается. Да? Самое главное – положить человека на бок, чтобы он не задохнулся от рвотных масс, то есть может наступить асфиксия. Для этого мы закладываем на бок, голову поворачиваем, и ни в коем случае не даем воду, не даем таблетки, потому что человек может вырвать его, может застрять в горле, проглотить же он не может, человек без сознания. И ждем скорую медицинскую помощь. Если случилась остановка сердечно-сосудистой, ну, то есть остановка сердца, да, то делаем реанимационно-легочные мероприятия, то есть непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и так далее. При прибытии скорой помощи мы человека отдаем специалистам. Если вы уверены в том, ну, я думаю, скорее всего, если это медицинский работник, что отравление произошло метиловым спиртом именно, то антидотом как раз является этиловый спирт. Он задерживает всасывание метилового спирта, 50 мл можно дать, чтобы как антидот использовать. Но это только при уверенности в том, что человек отравился именно метиловым спиртом. А что насчет профилактики употребления алкоголя в целом, ну и, конечно же, суррогатного алкоголя? Да, моя любимая тема на самом деле, потому что я всегда считаю, что любое заболевание, любое легче предотвратить, то есть человека предупредить, нежели заниматься лечением и дальше реабилитацией и так далее. Профилактические мероприятия в целом, как и суррогатного алкоголя, это включает самое главное, большими буквами можно прям писать, исключение употребления алкоголя в целом. То есть человек, который не пьет, в принципе, он и не должен отравиться. Да? Ну, хотя бывают методы исключения, там, например, настойка боярышника или так далее, там какие-то лекарственные препараты тоже могут на основе сделаться подпольным контрафактным способом, и человек может отравиться, да, вполне возможно. Но тем не менее, самая основная профилактика – это, конечно, не употреблять. От детей подальше убирать средства бытовой химии, чтобы им было это, естественно, недоступно. Проводить, ну, больше, конечно, мое внимание на подростков и детей. Проводить с ними беседы, лекционные. Сейчас все доступно. Сейчас через интернет можно открыть в виде мультипликационных фильмов, посмотреть, как работает сердце, как работает мозг, как работает употребление алкоголя, табака, любого психоактивного вещества. Все это даже мультипликационных, то есть для детей совершенно маленьких уже доступно. Есть различные лекционные беседы. Ну и наркологический диспансер в этом тоже очень хорошо работает. Мы проводим лекции и в школах, и в институтах, в средних специальных учреждениях образовательных. По рабочим местам подходим по различным предприятиям, проводим различные мероприятия. Проводятся по возможности различные акции на площадях. То есть наша самая главная задача – это как раз профилактическая работа. Показать, как действует алкоголь, чем это заканчивается. Ну и понятно, само слово «суррогатный алкоголь», да, это должны люди понимать, что суррогатный алкоголь – это та же самая отрава. То есть употребить любую отраву. То есть алкоголь сам по себе отрава, плюс еще какие-то вещества добавленные в данную, какие-то спиртосодержащие продукты. Все может привести к тому, что придется летальным исходом закончиться. И еще хотела добавить, к сожалению, вернее, как правильно выразиться, отравлениями занимаются у нас как раз реаниматологи, а врач-психиатр-нарколог, он занимается как раз, к сожалению, последствиями употребления, похмельными синдромами, алкогольными психозами и так далее. То есть лечение именно алкогольной зависимости, наркотической зависимости и так далее. Дабы избежать обращения к дальнейшим специалистам, лучше исключить употребление алкоголя в целом. Светлана Сергеевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.